2 ноября мы отмечаем 180-летие педагога-просветителя, писателя, фольклориста и этнографа Ибрая Алтынсарина. Будучи отличником в школе, Ибрай всегда мечтал заниматься педагогической работой, в которой видел свое призвание. Стать педагогом Алтынсарину удалось лишь в 1865 году. Задание ему поручила Оренбургская администрация. Юный педагог, а Ибраю тогда было всего 19 лет, должен был отправиться в Тургай и основать школу, а также преподавать нерусский язык. Это было большое доверие и очень ответственный шаг. Управленцы в Оренбурге дали юноше множество предписаний, рассказали о полномочиях, но никакой иной поддержки от них ждать не приходилось. Молодому организатору пришлось вплотную заняться строительством, искать финансирование, создавать учебники, подбирать педагогический коллектив, заниматься просветительской работой среди населения. Но новое дело было очень важным для Ибрая, а потому и со всевозможными проблемами он справлялся легко. Он сумел преодолеть сопротивление казахов, убедив их в том, что детям необходима школа, даже если семья будет вести кочевой образ жизни и переезжать. В постоянных поездках из аула в аул он без устали разъяснял жителям, что лишь в образовании заключается возможность достойного будущего для детей и внуков. Эй, гладище! Чай будь? Бисмилля. Assalamu alaikum. Gulfazar. Konak keldi bu uyga. Kiringiz. Voy, Ibray. O'tiringiz, choy iching. Рахмет. Ну что, Гульфаза, разговор у меня есть. Слышали? В ауле школа открывается. Детей грамоте учить будем. Ой, естіді, ол мектеп ашылатынын. Біздің балаларды үйдің шарбасы көп. Өті саяқ жуап. Қайдағы мектеп осы бірай сен тауып алған. Айгерим-то большая уже. Сколько годков? Үлкен ғой Айгерім. 7 лет. Грамоте учить надо. В мире грамоте всех учат. Үйретеміз ғой, әжесі бар, үйде. Айгерим, хочешь учиться? Хочет девочка учиться. Надо в школу отдавать. Ну что вы молчите, что скажете? Қайдағы мектеп дегенде Соны айтам, қайдағы мектеп үйдің шарбасытар көп, баланың. Не правы. Все учатся грамоте. И Айгерим должна быть умной девушкой. Отдавайте в школу, Айгерим. Ну что, Ажека, что скажете? Ой, қайдағы мектеп. Шешесіне кім көмектеседі? Пусть дома сидит. Нет, дома. В школу надо, Гульфаза, девчонка. В школу грамоте учить надо. Үйдің шарбасыда жетеді ғой, Ибрай. Қайдағы мектеп сендердің үйдің шарбасы жетеді. Маған көмектеседі, әжесіне көмектеседі. Қайдағы мектеп әжесі айтыңызшы. Грамоте детей надо учить. Подумайте, отдавайте Айгерим в школу. Отдавайте. Сегодня народ Казахстана помнит огромный вклад, который сделал Ибрай Алтынсарин, и чтит память выдающегося просветителя. В его честь названы районы, проспекты, образовательные и просветительские учреждения, высшие учебные и академические заведения.